Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Финансы – неотъемлемая часть экономических отношений, а финансовый контроль – одна из важнейших задач бюджетного процесса. В нашем регионе полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю осуществляет Министерство финансов Якутии. Подробнее об этом мы поговорим с заместителем министра финансов республики Варварой Ивановой. Варвара Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хочется подробно рассказать об основных задачах и функциях, которые стоят перед Министерством финансов. Но прежде всего стоит обратить внимание, что Министерство финансов Республики Саха-Якутия является не только финансовым органом, который реализует финансовую бюджетную политику республики, но и органом внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок. Каким же образом организована работа по контрольной деятельности в вашем подразделении? Контрольная деятельность у нас осуществляется на основании единых федеральных стандартов, которые утверждены постановлением правительства Республики Саха-Якутия. Но тут следует отметить, что объектов контроля значительное количество, их насчитывает свыше 11 тысяч. То есть те, кто таким образом, так или иначе, кто получил финансовые средства из государственного бюджета, они подпадают под объекты. Это и на уровне органов местного самоуправления, а также юридические лица, бюджетные учреждения. При этом у нас в среднем планируется где-то 650 контрольных мероприятий. И, конечно же, приоритизацию нам ставит глава республики Асен Сергеевич Николаев. Это прежде всего контроль за реализацией национальных проектов. Скажите, в финансовой части, в финансовой области есть такое явление, как рискоориентированный подход. Какие ключевые факторы учитываются здесь при планировании мероприятий? Да, действительно, каждому объекту нельзя представить контролера, при этом обязательно нами применяется рискоориентированный подход, то есть оцениваются риски. Это такие показатели, как прежде всего это объем предоставленных средств, также давность проведения контрольного мероприятия, а также устранение нарушений по ранее выявленным контрольным мероприятиям. Оцениваются риски, и, соответственно, на основе этих рисков составляется у нас план контрольных мероприятий. В ходе проведения контрольных мероприятий какие нарушения выявляются чаще всего? Типичными правонарушениями у нас являются в соответствии, у нас есть классификатор, в соответствии с классификатором неправомерное расходование бюджетных средств, нарушение условий предоставления бюджетных средств, нарушения в бухгалтерском учете, а также нецелевое расходование бюджетных средств. Но тут следует отметить, что у нас контрольные мероприятия проводятся в разрезе государственных программ. Целевые показатели у нас ставятся тоже в соответствии с государственными программами, и на основании утвержденных госпрограмм также утверждаются нормативные правовые акты по каждой субсидии, и по каждой субсидии у нас должен быть эффект. И контроль за соответствием этого нормативно-правового акта, то есть контроль за эффективностью предоставленных бюджетных средств нами оценивается и проводится. А по итогам выявленных нарушений какие меры применяются чаще всего? По итогам контрольных мероприятий применяется нами весь комплекс мер, который предусмотрен законодательством. Это вынесение представлений, предписаний, направление, в вышестоящие организации главным распорядителем, также административное производство. Но тут следует отметить, что в последние годы значительно увеличилась, возросла ответственность. То есть если у нас раньше было всего несколько оснований для привлечения к административной ответственности, то на сегодня у нас кодексом предусмотрено свыше 100 оснований. Но в этой связи мы реализуем весь комплекс. При необходимости передаем материалы в правоохранительные органы. Если говорить о комплексной работе, как вы взаимодействуете с другими органами власти? Но без взаимодействия с другими органами власти невозможно обеспечить эффективную работу
эффективную реализацию поставленных задач. И в этой связи мы проводим взаимодействие с такими органами, как налоговая служба, счетная палата, прокуратура, правоохранительные органы и Федеральная антимонопольная служба. Также с счетной палатой мы взаимодействуем очень активно. А взаимодействуете ли вы с контрольными органами других субъектов нашей страны? Да, мы активно взаимодействуем. Это взаимодействие происходит под эгидой Министерства финансов Российской Федерации. Министерством финансов Российской Федерации создана рабочая группа по совершенствованию государственного финансового контроля. В этой рабочей группе состоят также представители субъектов. Проделана большая работа, совместная большая работа, в том числе по стандартизации контрольной деятельности. Следует отметить, хотелось бы в этой связи отметить, что ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший орган внутреннего государственного финансового контроля». И в 2020 году Министерство финансов Республики Саха-Якутия признано лучшим органом среди всех субъектов Российской Федерации. Варвара Петровна, скажите, а какие наиболее актуальные задачи стоят перед органами финансового контроля? Так, дальнейшее совершенствование органов в нашей деятельности невозможно без совместной работы всеми участниками бюджетного процесса. Это прежде всего все получатели должны взаимодействовать с нами. Также на уровне органов местного самоуправления необходимо развитие муниципального финансового контроля. Также мы видим необходимость развития внутреннего финансового аудита. Это контроль министерств и ведомств. И в завершение нашей с вами беседы скажите, в условиях активного развития информационного сектора и цифровизации всех систем, какое будущее вы видите в организации контрольных мероприятий? Уже поставлена задача Министерством финансов Российской Федерации цифровизация подконтрольной среды. Это значит, мы должны в единой информационной среде, все объекты контроля, все участники бюджетного процесса должны работать в едином информационном пространстве, и, соответственно, будет вводиться понятие смарт-контролинга, то есть едином информационном поле, без участия подконтрольного объекта мы будем работать. Благодарю вас, Варвара Петровна, за содержательную беседу. Я думаю, теперь многие узнали, чем и для чего занимается Министерство финансов нашей республики. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.